Сегодня гость в студии – победитель 17-го республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии-2021», главный оператор национальной вещательной компании «Саха», имя которого вошло в справочное энциклопедическое издание «Журналисты России. 20-21 век». Лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия, отличник телевидения и радиовещания Республики Вадим Анатольевич Конкевич. Вадим Анатольевич более 30 лет работает на якутском телевидении. За это время им отсняты тысячи сюжетов, телепередач и фильмов. Я поздравляю вас с победой в республиканском конкурсе «Кинолетопись Якутии». И хочется сказать вот о чем. Самые молчаливые люди в кино и на телевидении – это операторы. Это многочасовое стояние за камерой, это тяжелые перелеты, переезды, работа в стужу, в жару, под дождем. Вот какими качествами должен обладать оператор? Какими качествами? Ну, прежде всего, терпением, исходя из того, что вы сказали, да, особенность нашей работы – это ждать, иногда догонять, искать выгодные кадры, нужные кадры. Да, прежде всего, терпение, умение видеть, умение из того, что тебя окружает, сконцентрировать внимание на самом нужном, главном. И, я бы сказал, еще умение слушать и слышать, что очень немаловажно в нашей работе, особенно при съемках репортажей, документальных фильмов. Это очень важно. Важно слушать и слышать, что вокруг тебя происходит. Пожалуй, вот основные качества. Ну, физический труд, конечно, немаловажно здесь. И здоровье определенное иметь. Да, это вот я тоже подумала, что само собой. Физическое состояние оператора – это очень много значит. Вот. Нам, архивистам, часто очень приходится отсматривать различные материалы, да, сотни сюжетов мы просматриваем и думаем о том, что вот за каждым кадром там стоит оператор, да, человек, глазами которого через много-много лет будущие зрители увидят то или иное событие. И вот всевозможные, вот, скажем, мероприятия, да, которые вам приходится снимать, их было столько ведь за больше, чем за 30 лет работы. Вот какие все-таки для вас наиболее памятные? Наиболее памятные? Ну, конечно, я помню свой первый кадр, который вообще появился на экране. Это был 1990 год. Мы снимали фильм к 16-летию города Нерюнгри. Я еще и, конечно, там оператором не был. Я был техником, ассистентом оператора. А оператор был тогда этого фильма Владислав Бочковский. И мы с ним на улице готовились к съемкам. Я установил камеру, настроил ее. И он мне говорит: ну, сними что-нибудь для пробы. Я говорю: а чего снять-то, я не знаю. Он говорит: ну, вот девушки идут с коляской, вот их сними. Ну, я нажимаю кнопку, снимаю их. Они проходят мимо меня. Я камеру держу включенной, запись идет. Они оборачиваются на меня и спрашивают: а где нас показывать будут? А где нас будут показывать? И Фена Юрьевна Пластинина, режиссер этого фильма, придумала такой ход. Этот кадр был поставлен в эпиграф фильма. Значит, эти девушки оборачиваются, спрашивают: а где нас показывать будут? И идет титр в фильме «Город надежды». Вот таким образом, неожиданно, мой первый такой кадр, можно сказать, даже не знаю, случайный или нет, но оказался вот в эпиграфе фильма. И, конечно, вот в эту же командировку моя первая съемка, еще мы уже закончили все съемки по фильму, вот, собрались ужинать в гостинице, Бочковский, не знаю, где-то опаздывал, и в гостиницу заселяются, значит, Анна Зверева, знаете, да, вот, готовила выставку тогда какую-то, и с ней
тогда никому неизвестный художник-косторез Константин Мамонтов. Он привел свои работы, показывает нам. Фена Юрьевна: ах, ох, давай снимай. Я: как снимай, я же не умею. Ну, как не умеешь, ты же кнопку на камере нажимать умеешь, включать умеешь? Включать умею. Ну и все, и снимай давай, ничего не знаю. Надо и все, прямо здесь и сейчас. Ой, я там, конечно, пыхтел, что-то изобретал. Вот, ну, снял сюжет, который тоже потом был показан по республиканскому телевидению. Вот. Пришел Бочковский, посмотрел: ты что ли снимал? Я говорю: ну, а кто? Больше некому было. Да, ну, что-то там. Вот, и вот таким образом, что еще памятно? Конечно, памятно, когда мне доверили в 1993 году снимать визит председателя Верховного Совета тогда, Руслана Хасбулатова. Ну, тут уже вот я еще сам, наверное, даже не понимал, какую ответственность мне доверили. Ну, сами представляете, да, на каком уровне это решалось, что кому доверить. Ну, я, конечно, там тоже вовсю старался. Потом сам даже над собой смеялся, когда увидел со стороны, как меня отсняли операторы центрального телевидения, где я там со скалахи быстрее лень бежал, лишь бы все успеть, все отснять, чтобы ничего не упустить. Да, конечно, это запоминалось. Вот вы такие имена называете. Потом-то, конечно, это уже было как бы обыденной работой снимать первых лиц республики, России, зарубежных представителей. Ну вот вы назвали вот несколько имен, да, вот Владислав Бочковский тоже был очень маститый такой оператор МВК «Саха», Фена Пластинина, Наталья Шестакова. Ведь у вас очень долгое время была, скажем, такая творческая группа, да? И вы работали ведь тоже над множеством фильмов. Фена Юрьевна и Наталья Ивановна, да. Был очень большой цикл работ «Звезды Победы», «Живые голоса войны», «Достояние республики», о героях, якутянах, воинах, героях Советского Союза и героях социалистического труда. Да, это было на протяжении не одного года, на протяжении многих лет, за что наша творческая группа была удостоена государственной премии в области журналистики. Начиная с 90-х годов в составе творческой группы, куда входили известные всей республике талантливые тележурналисты Фена Пластинина и Наталья Шестакова, Вадим Конкевич был полноправным соавтором таких телевизионных циклов, как «Живые голоса войны», «Звезды Победы», «Достояние республики», «Грани Якутии», «Автограф», «Штрихи к портрету», «Эко-курьер», «Точка зрения». Самые яркие личности республики – герои социалистического труда, герои Великой Отечественной войны, люди труда, ученые, писатели, геологи, оленеводы и руководители самых крупных строек Якутии, и первые лица республики, президенты, становились героями телеэкрана и оставались навсегда в живой истории, в живой памяти народа. Режиссер, редактор и оператор, работая в одном ритме, понимая друг друга, наиболее полно могут раскрыть характеры своих героев, разговорить их, заставить быть откровенными. Это сложная задача, но творческая команда 30 лет создавала телевизионную летопись того, как менялась республика, какие замечательные люди строили и строят наше с вами будущее. И запечатлеть это на экране – задача не из простых. Ведь документальное кино – свидетельство жизни. Документальные фильмы, ну, здесь я хочу сказать, что документальные фильмы, над которыми я работал, они созданы в то время, когда я в НВК работал. Вот. Это, конечно, цикл «Живые голоса войны» и «Звезды Победы». Из них особо я бы хотел отметить фильм «Один день и вся жизнь». Это о блокадниках-ленинградцах. И «Эсэх Победы», который мы снимали. В этом фильме принимали участие очевидцы непосредственные того первого эсэха послевоенного.
вот эти две работы мне особо дороги. В правдивости нет колодца. Чтобы добраться до грунтовой воды, нужно... Петербург с первых лет существования столицы. Под крышами домов этого большого города, прожившего немало десятилетий, живут наши герои, имеющие прямое отношение к событиям, о которых мы хотим рассказать. И своей жизнью они утверждают величие и значение всего происходившего. Мир и покой царят в этих домах. И мы подумали, а нужно ли сейчас ворошить прошлое, тревожить сердца печальными воспоминаниями, и решили, что нужно. Нужно, потому что никогда не должно забывать человечество, уроки истории и подвиг людей, остановивших врага у стен своего города. Этот трамвай – знак времени блокадного Ленинграда. А знаки времени, они ведь всегда предметны. Этот трудяга из... Знаете, я вот и благодарна вашим коллегам за то, что вот большая часть вот этих материалов все-таки хранится сейчас на государственном хранении, то есть у нас. Потому что это вот останется уже на века. И «Достояние республики», и другие фильмы. Вот мы, допустим, да, вот просматривали перед встречей с вами те же «Грани алмазного края», «Феномен Ботинчука». Ведь это тоже, да, было связано вот с такими душевными какими-то затратами, скажем, да, когда вы разговариваете с человеком, ну, предположим, тот же Ботинчук. Конечно, когда общаешься с такими людьми, которые прошли через историю, которые делали эту историю, конечно, это впечатляет и запоминается. Конечно, само собой. Но вы тоже делаете историю. Вашими же словами. Не знаю. Да, потому что это все останется на очень долгие-долгие годы. И через много-много лет еще зрители будут именно вашими глазами смотреть то или иное событие из прошлого. Вот я благодарю вас за нашу с вами встречу. Еще раз поздравляю вас с наградой и надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Спасибо вам за вашу работу, за то, что вы хранители истории и времени.